Дачные воры – категория особая. Это прежде всего наркоманы, либо лица без определенного места жительства, промышляющие в поисках пропитания. Маргиналы не гнушаются прибрать к рукам все, что плохо лежит. От домашних консервов до ржавой бочки, которую можно сдать в металлолом и выручить за это хоть какие-то деньги. Поэтому элементарные правила безопасности должен знать каждый дачник. В первую очередь дача бережет ее ограждение. Это может быть высокий забор без щелей, который скроет участок от посторонних взглядов, или из сетки рабицы, по которой очень трудно взбираться. Следующий уровень безопасности – это дверь в дом. Она должна быть металлическая или деревянная, но обитая железом. Навесными замками лучше не пользоваться. Врезные с повышенным классом защиты намного надежней. Окна должны быть прочными, лучше с 4 стеклами. Через них сложнее пролезть. Для дополнительной охраны имущества можно установить сирену и мигалки для отпугивания воров. Но надо соблюдать разумную грань при самодельной системе охраны. Часто доведенные до отчаяния владельцы дач поставляют ловушки для непрошенных гостей. Кто-то ставит на стол бутылку отравленного алкоголя, кто-то устанавливает капканы у двери или подводит электричество к дверной ручке. Но это категорически не стоит делать, так как в Уголовном кодексе есть статья «Превышение пределов необходимой обороны». И если проникший в ваше жилище вор получит увечья или погибнет, можно получить реальный срок. Состоятельные любители загородного отдыха могут вместе с соседями нанять для дачного общества своего сторожа или заключить договор с профессиональной охраной. Они предложат современную систему безопасности с возможностью удаленного оповещения, с инфракрасными сенсорами, датчиками вибрации и движения. Более надежным и более современным все-таки является оборудование дачного дома средствами охранной сигнализации с подключением на пульт охраны. Подключение осуществляется по каналу GSM и дает стопроцентную гарантию сохранности вашего имущества. Если финансы профессионалов нанять не позволяют, можно пойти на хитрость и повесить предупреждающую табличку «Дом под охраной». Проверить данную информацию невозможно, а злоумышленники вряд ли станут рисковать. Но самый действенный способ сохранить имущество – это вывести с дачи все ценное – технику, еду, вещи. Там, где нечего украсть, воровать и не станут. Способов защитить свою дачу довольно много, и каждый может найти для себя самый подходящий. В этом деле главное не перегнуть палку, чтобы уберечь свой дом от вторжения воров. И вернувшись следующей весной на загородный участок, вы порадуетесь только оживающей природе и теплому солнышку, а не будете сокрушаться о похищенном имуществе.